С 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет ранее и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Выплаты будут назначены, если срок составит от 6 и более недель. Женщина встала на учет в медорганизации в первые 12 недель. А также если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. При учете дохода семьи учитывается зарплата, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые виды денежных компенсаций и имущества. Для получения пособий нужно подать заявку на портале госуслуг. Если это все не превышает, мы им назначаем ежемесячное пособие. Это в размере 5497 рублей 50 копеек. Пока не родится ребенок, она ежемесячно будет получать эту сумму. Также хотелось бы сказать, что обязательно при подаче заявления через портал госуслуг нужно указывать реквизиты именно карты МИР. Только таким образом будет начисляться уже выплата. Если указана другая карта, будут возвраты и будут опять, то есть нам надо будет уже звонить заявителю и искать реквизиты уже именно МИР карты. Также хотелось бы обратить внимание, при заполнении заявления допускают очень много ошибок. Ошибки это какие? При заполнении, например, сведений на детей допускаются ошибки. Это в дате или в самих фамилии, имя, отчество. Также допускаются ошибки и при заполнении СНИЛС номера. Ошибки ИНН, чтобы они заполняли все, чтобы было правильно. Также хочу сказать, что когда заполняется заявление, сам заявитель должен указывать свои реквизиты счета. Другие реквизиты другого человека вам откажут. То есть, если даже перечислили, возврат будет. Именно заявителя должны быть реквизиты счета. Заявление нужно подать, например, перерасчет будет только с 1 июля, так как закон стал действовать с 1 июля. Перерасчет, например, были вопросы очень много, задавали, кто стал на учет в ранние сроки по беременности, и они задают, если я стала в январе, то мне перерасчет с января будет? Нет, перерасчет будет только с 1 июля. Если вы подали в июле заявление, то вам начислят с 1 июля выплату. Если вы в августе подали, то уже с 1 августа. На пособие могут рассчитывать те, кто является единственным родителем, то есть второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. В число получателей входят и родители или законные представители ребенка, в отношении которого есть решение суда о выплате алиментов. Тут также будут рассчитываться доходы семьи, и сумма среднедушевого дохода не должна превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе, который составляет 10 964 рубля. Если единственный родитель подходит по всем параметрам, то семье назначается выплата в размере 5750 рублей. Также я бы сказал про новую выплату, которая будет с 15 июля. Эта выплата будет семьям, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Не имеет значения у них, какой доход у них, транспорт и жилье. Это проверяться не будет. Если в семье есть дети, то есть в возрасте от 6 до 18 лет, они смогут получить на каждого ребенка по 10 тысяч. Это единовременная выплата, то есть это разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата дается, чтобы подготовить ребенка в школу перед 1 сентября. Заявление нужно подать также через портал госуслуг. Реквизиты счета тоже должна быть карта МИР. Заявление можно будет подать до конца 2021 года. Выплата будет разовая.